Здравствуйте, в эфире «Чигирская правда». Работаем мы, в общем-то, в экстремальных ситуациях. В экстремальной ситуации вся страна сейчас в этом режиме живет. Сегодня новый опять график у нас. Через день меняются графики. Сейчас 2 часа с хвостиком в дневное время мы получаем свет. Вроде бы проплатили там на 2 ночи вперед проплатили деньги, чтобы у нас ночью был свет, а дальше полная неизвестность, никто ничего не знает. В общем, мы живем в таком жутком энергокризисе. И сегодня о ситуации, в которой мы оказались, мы будем говорить с членом Общественной палаты Тенгизом Джопо. Тенгиз, добрый день. Тенгиз, ну вот я единственное, вот сейчас охов-ахов много, и там единственное, там с майнингом поборитесь и так далее, но вот какого-то плана, в общем-то, я не видел, кроме того, что вот я у тебя прочел, у тебя там как-то детально все было расписано. План действий вот в этой ситуации. Основная мысль вообще какая? Вот в этом перечне вопросов, которые ты говоришь, ну, что нужно все-таки поэтапно какие-то вещи исполнять. Да. Но в реальности, я так смотрю, даже если вот этот план примут, да, я просто не вижу этой власти, которая реализует. Вот мне бы хотелось бы, наверное, все-таки поговорить, при каком варианте у нас вот это может быть исполнено. И вкратце ты, наверное, вот как бы свой план изложил бы. Я думаю, что точно с той властью, которую мы сегодня имеем, вот этой промежуточной властью с элементами старых министров, чиновников, это реализовать невозможно, потому что они за 4 года этого не реализовали, целенаправленно это не делали. Кстати говоря, сам вот этот план, он является частью более широкого документа, который был представлен в 2020 году Аслану Бжане. При личной встрече мы обсуждали с ним вот эти вопросы, что необходима борьба с майнингом, и вот эти меры необходимо реализовать. Там еще были включены меры по запрету на импорт этого оборудования на территории Абхазии, там, и дополнительные меры, связанные с Черноморэнерго, с финансовой дисциплиной. Но, как известно, как бы никаких мер не было предпринято. Через месяц после нашего разговора только вышло распоряжение о введении запрета. Так что с этими людьми, которые сегодня находятся у власти, это реализовать невозможно. Единственный вариант, учитывая вот эту кризисную ситуацию, чрезвычайный кризис, сформировать некое коалиционное правительство, антикризисное, я бы даже назвал правительство, и придать ему максимально широкие полномочия, чтобы он смог в максимально короткие сроки при поддержке народа, поддержке общества жестко реализовать. Там еще очень важно силовой блок, потому что реализация осуществляется силами органов внутренних дел, СГБ. Руководители этих структур должны быть обязательно другими людьми. Там другие люди должны быть, потому что те, которые сейчас есть, они не способны решать такого рода задачи. В принципе, они уже признали своей беспомощности на совещании, сказали, что у них не получается. И это видно, что у них не получается. Может, получается это у них умышленно или в силу каких-то обстоятельств, это другой вопрос. Но то, что у них не получается, мы за последние 4 года это увидели. Так что какое-то новое правительство только. Но сейчас, в общем-то, мы опять связаны, вот, абхазский кризис, это всегда какие-то некие договоренности, да, которые там зачастую даже как бы нарушают Конституцию, но тем не менее вот как бы есть какая-то договоренность. После там событий 15 ноября, когда был взят штурмом президентский дворец, и потом, когда пошли переговоры о том, что вот Аслан Бжане, президент, уходит в отставку, уходит в отставку, а все остальные остаются на местах, то есть этот кадровый вопрос, он, в общем-то, как бы мы завис, не трогай. Но сейчас у нас действительно очень серьезный кризис. Я просто не вижу, да, то есть у нас каждый раз
То есть я сегодня прочел, что с каждым новым графиком мы мечтаем, мы с ностальгией вспоминаем предыдущий, да, то есть ситуация действительно аховая, и неизвестно, что там будет там через 2-3 дня, да, какие условия будут. У нас вообще, возможно, уже денег не окажется, да, ну, там на вот этот ночной переток Ингургес сейчас встал, и то есть страна может оказаться вообще в таком полном коллапсе, что вполне возможен некий даже какой-то социальный взрыв может произойти, да, женщины идут там к министру энергетики и там группа женщин, да, может он и нужен, я не знаю, но все-таки меня удивляет, что мы как бы находимся в чрезвычайных ситуациях, но закрепить это как-то законодательно мы не спешим. То есть ввести чрезвычайный режим? Да, какой-нибудь, я не знаю, как у нас законодательно, есть ли, наверняка есть режим о чрезвычайном положении, о чрезвычайной ситуации, что-то есть, наверняка у нас есть, да, там премьер-министр несколько раз грозился ввести этот режим, но вот этого режима у нас нет, то есть мы все время пытаемся как бы какими-то увещеваниями говорить, да, то есть власти абсолютно такой аморфной власти, вот в такой ситуации я это абсолютно не видел. То есть, и мне кажется, нужно в любом случае вводить вот этот режим и, наверное, как бы давать, если мы говорим о майнинге, то, наверное, давать силовикам, там, я не знаю, там, энергетикам, всем этим службам, которые, в общем-то, завязаны на этом процессе, да, ставить какие-то определенные рамки, определенные задачи и временные рамки ставить, чтобы они там исполнили, да, и просто сидеть, да, нет, там мы не можем там куда-то войти, у нас нет полномочий, там, вот, чтобы вот этих разговоров не было, мы не знаем, где, что, как, наверное, все-таки, придется вводить. Я не знаю, правда, кто это сейчас введет, парламент, исполняющий обязанности президента. Вообще ситуация действительно какое-то безвластие у нас. Какой выход, вот, по-твоему? Ну, у нас ответственность, в принципе, у власти и до этого не было. А сейчас тем более никто не хочет брать особо ответственность на себя. У нас вот 2 есть политические группы, которые в ходе 30-летней борьбы, ну, условно, чуть меньше там, практически разрушили государство. И сейчас в текущей ситуации ни одна из сторон не хочет на себя брать ответственность. Вот это временное правительство, на что есть, что его нет, он фактически серьезным управленческим потенциалом само правительство тоже не обладает. То есть высокой легитимностью, способностью управлять министерствами, ведомствами. У нас, как известно, премьер-министр ушел, но тем не менее он булварно способен управлять всеми структурами государства, потому что все там его люди находятся. Это тоже факт. Так что, я же говорю, я вот в текущей ситуации только какой-то социальный бунт дополнил, второй социальный бунт, который возникнет по последствиям первого. И полная смена действующей власти, вот этого временного правительства. Там должны быть совершенно другие люди, потому что ситуация чрезвычайная. То, что мы живем при естественном освещении, это не самое страшное. Страшно то, что это имеет последствия для экономики. Снижение налоговых поступлений государству, производство останавливается, торговые объекты закрываются, происходит порча продуктов питания на складах, лекарственные препараты. Это мы сейчас эти последствия они начнут проявляться в ближайшее время. У нас возникнет, если у нас в ночное время отключат электроэнергию, у нас возникнет дефицит с хлебом. У нас возникнут проблемы с водоснабжением, с водоотведением. Это просто коллапс, он будет усиливаться. Конечно, это все будет обостряться настолько, и в конечном итоге это неизбежно приведет к новому социальному конфликту. Я считаю, что в этих условиях, может быть, эти политические силы как-то договорятся, или что надо какие-то решительные меры. Решительные меры не народ же будет реализовывать, их должна реализовывать власть. Премьер-министр, честно говоря, действия премьер-министра недостаточны в данной ситуации, на мой взгляд. И меры какие-то вялые, полумеры какие-то, даже вот в плане борьбы с майнингом. Нет какой-то программы, какую-то дорожную карту нужно сформулировать людям, люди должны понимать, когда это все закончится. Как они собираются это решать. Потому что мы живем
без вести, не понимаем, что завтра будет. Сидим, гадаем. Мы только единственное, что где-то по слухам слышали, сколько там заплатили за следующую ночь. А если не заплатят? А будут вообще деньги в ближайшее время, за которыми мы можем заплатить за свет? А если их не будет у нас все в сутки, 2 часа света будет. Это же катастрофа. Это просто... В такой ситуации Абхазия не была, наверное, после войны. Я не помню, что вот прямо вот в такой вот критической ситуации, чтобы мы вот так жили. И какого-то решения... Ну, если власть не предпримет, политические силы не предпримут каких шагов, то, наверное, скорее всего, нужно действовать со стороны народа. Парламент у нас тоже абсолютно пассивный. Надо собираться, садиться и думать, как мы дальше вообще собираемся жить в этой стране. Может, нам вообще эта страна не нужна. Может, уже примем решение и станем частью другого государства, если мы не способны самостоятельную страну создать. Но политические силы у нас тоже там какой-то разброд и шатание. Так смотрю, как бы со стороны, что происходит там, со стороны уже бывшей или уходящей власти. Мне сложно сейчас как-то дать точную формулировку, да, этой группе, да, но там тоже как бы ты сказал, там теневой пример, да, то есть пример ушел, но у него там есть, да. Но у нас как бы власть состояла из 2 центров. То есть там люди Аслана Абжаня, люди президента, люди премьер-министра, да, там и люди президента, там они как идентифицировали себя, когда вот он возвращался, экс-президент уже возвращался, на границе его встречали там главы администрации, несколько депутатов и так далее. Там тоже как бы нет полного понимания, как действовать, да, там сейчас все заточены на президентские выборы, и там тоже свои виды, взгляды. То Аслан Абжаня заявил, что идет на выборы, несколько раз заявлял, там и здесь заявлял, и в России заявлял, что он идет на президентские выборы, но сейчас уже как бы такие слухи, что как бы не идет, потому что там как бы внутри тоже какие-то идут как бы процессы, которые внутри этой политической группы идут процессы, которые говорят, ну, непроходной ты товарищ. А в той же оппозиции, да, то есть я так смотрю, ну, вот 15 ноября произошло, да, и потом вот куда-то все это исчезло, да, и там тоже вот как бы нет этого понимания, куда страну вести. Я не вижу, то есть эти молчат, мы видим этот штаб по борьбе с майнингом, или как он там называется, да, и в общем, и видим эти лица абсолютно, да, там кто-то сидит, и вообще ему, как кажется, вообще море по колено, да, министры там сидят, и говорят, да, мы вообще ничего не можем, да, то есть, кто в этой связи тогда может? Парламент, он, в общем-то, показал себя, да, то есть он, в общем-то, не имеет своего какого-то определенного стержня, он может там всегда находиться под каким-то влиянием. То есть не соберись народ 15 ноября там у парламента, он проголосовал бы за соглашение. Да? Когда собрался народ, он проголосовал против. То есть тоже там как бы, в общем, такого понимания, в какой мы ситуации оказались, и тем более как бы какой-то дорожной карты по выходу из этого кризиса нет. Да, вот у нас есть какие-то даты, да, вот сейчас там у нас президентские выборы, да, там все, каких-то других ориентиров нет. Что нам делать? С другой стороны, у нас явно видно, что резко ухудшились российско-абхазские отношения. Никто тоже не поймет, насколько это долго. Вообще, как ты смотришь это? Да? Ну, явно видно, что Москва вот как-то пытается нас в чем-то прогнуть. Но я не думаю, что, в принципе, это как-то надолго. Да? И в чем сейчас мы? Как бы, что от нас, в общем-то, Москва требует? Я тоже не очень понял. То есть вот эта мысль, она не сформулирована. Как ты думаешь? Я не понимаю, в чем нас можно обвинять со стороны Москвы. В
с 2008 года мы ни разу не продемонстрировали примера того, что мы недоброжелательно относимся к Российской Федерации. Очень огромное количество соглашений было подписано во всех сферах деятельности, начиная от безопасности, заканчивая культурой. Мы везде, все соглашения, которые были представлены России. Причем по большинству соглашений текст вообще не менялся нами. То есть мы его принимали таким, как его присылали в Абхазию. Степень интеграции, даже с точки зрения в вопросе безопасности, такой глубокой интеграции Россия не имеет нигде, как в Абхазии. Вот настолько в системе безопасности другого государства сидеть. С экономической точки зрения, зачастую были вопросы, которые были предложены российской стороной, но с экономической точки зрения не всегда выгодны абхазской стороне. Но мы в этом тоже соглашались. 40 с чем-то вопросов гармонизации. И 40 с чем-то вопросов, практически все вопросы были приняты, за исключением двух вопросов, которых четко было видно, что переходят красные линии для нас. И по этим двум вопросам высказана была позиция абхазской стороны. Я не вижу, например, никакой вины абхазской стороны, потому что если кого-то сейчас мы начнем друг друга обвинять, кто выполнил обязательства, кто не выполнил обязательства, то есть и обязательства российской стороны, которые не выполнены. И, например, в частности, по соглашению по ОГВ. Объединенной группировки войск. У нас проблема заключается в том, что у нас, к сожалению, последние 4 года во власти были люди, которые не способны были донести позицию абхазской стороны принципиально, откровенно, честно российской стороне. У нас были люди, которые проталкивались собственные интересы под интересами абхазского народа. Или в ущерб интересам абхазского народа. Каждый раз люди решали собственные проблемы, приезжая в Москву. И в конечном итоге вот мы пришли к такой стране, в которой мы находимся сегодня. Чья это вина сейчас? Я, честно говоря, не стал бы обвинять ни старую власть, ни позапрошлую власть. Я думаю, это вообще все вина всего нашего общества, потому что мы, извините, на голосование так ходим, на выборы, мы депутатов таких выбираем, мы президентов таких выбираем. Кого выбрали, того и имеем. Если мы сегодня живем без света, без воды, это наша вина. Ничьей другой вины нету. Я вполне согласен с этим. Но мы, в общем-то, долгие годы к этому шли. Да. Долгие годы к этому шли, и мы привыкли хорошо жить за чужой счет, по большому счету. И, в общем-то, никакой ответственности на нашей власти не возлагали. Мы выбирали по принципу «хороший парень, свой родственник» и так далее. Никаких особых программ не было, но даже если перед выборами что-то обещали, мы уже на следующий день как бы не требовали с них исполнения вот этих обещаний. Мы сами себя безответственно. Да, мы безответственно вели. Но мы довели, в общем-то, государство до той степени кризиса, когда государство не в состоянии отвечать на свои обязательства, по своим обязательствам перед гражданами. То есть сегодня у нас нет ни света, ни воды, у нас зарплаты нет. Да, зарплаты нету. Да, и я думаю, сейчас, если кризис продолжится, то же самое коснется, наверное, медицинского обслуживания. Да, да, то есть очень много образования и так далее. То есть у нас, да, если там школы сейчас досрочно освободят, это тоже, опять же, тоже обязательство государства. То есть оно не обеспечивает своих граждан, своих детей образованием. То есть мы столкнулись, мы вошли в эту стадию, когда нет никакого варианта трактовать ситуацию как такой полномасштабный кризис. И при этом, в общем-то, я что слышу от политические силы, все молчат. Как будто бы это не их зона ответственности, это зона ответственности обычных граждан. Они молчат. Вот ты слышишь комментарии? Я вообще их не слышу. Ни всех этих политических организаций, которые любят по любому поводу делать заявления. Да? То есть этого нет. Страна находится, я извиняюсь, задницами. Но нет никаких этих. Идут объяснения, что вот
если бы мы, условно говоря, там, я не знаю, не случилось бы 15 ноября, все было бы в ажуре. В чем ажуре? Ну, не случилось бы 15 ноября, случилось бы 15 апреля, да, там, то есть какая разница, какой год случится. Мы живем от кризиса к кризису, и вот сейчас все обнажилось, да, вот как король-то голый, вот Россия там, в общем-то, выключила, да, там свет просто, сказала, или не выключила свет, сказала просто, давайте жить по счетам, оплачивать. И мы оказались в такой, я извиняюсь, не буду повторяться, да. И сейчас вот нет попыток понять, что нам надо перестраиваться, что так больше, что мы не можем содержать такой огромный, абсолютно безответственный аппарат, государственный аппарат, да, мы не можем вот все эти привилегии, да, там создавать, там, чтобы обязательно каждый маленький начальник имел там автомобиль за счет государства купленный, потом он его там по какой-то, я не знаю, мизерной цене, он его как бы сам покупает, перекупает у государства, а потом ему опять дают служебку. То есть вот эта бесконечная, как бы, такая абсолютно бездумная трата денег, она как бы страну довела до ну, вот, к чему мы пришли. С другой стороны, мы же сами не очень понимаем, как бы, от чего мы, собственно, за счет чего мы будем жить. Ну вот, сегодня, да, вот мандарины сказали, но вот шума-то много, а мандарины мы давно уже перестали выращивать, по большому счету, да. То есть туризм, да, то есть туризм тоже как-то у нас вот в этих бюджетах, в общем-то, да, при том, что люди зарабатывают, да, какие-то деньги, но у нас очень много в тени все находится, да, то есть это тоже в бюджете как-то не очень фиксируется. Поэтому, наверное, у нас всесторонний кризис, это где надо переосмыслить и наше налоговое законодательство, и работу правоохранительных органов, органов местного самоуправления. Мне вообще кажется, что нам нужно все-таки, опять же, наверное, какой-то всенародный сход. Ну, я думаю, что вообще кризис, как экономист могу сказать, что кризис очень полезен. Не только для социума, вообще для экономики. Он мотивирует предпринимателей. Для самого общества он тоже полезен тем, что дает переосмыслить пережитое, прожитое. Вот нам нужно переосмыслить свое существование и вообще наше отношение к государству. Хотим мы строить свободное независимое государство или не хотим? Как мы себе представляем будущее нашего государства? Потому что в тех условиях, абсолютно извращенных, которые мы придумали для себя, это невозможно построить государство. Ни одно государство в мире в таких условиях не существует долгое время. Мы фактически жили на чужие средства. Мы практически полностью перестали работать и решать своими силами какие-то проблемы, которые существуют в обществе. Весь смысл нашего существования, вот, общественно-политического, это борьба двух политических сил между собой. Общество у нас разделилось. Одна часть на одной стороне, другая часть на другой стороне. И в ходе вот этой длительной борьбы мы постепенно начали разрушать. Мы сперва разрушили нашу экономику, потом мы разрушили институты государства. Благодаря этой борьбе разрушаются какие-то нравственные, моральные ценности, которые существуют в нашем обществе. Поэтому первый, самый главный вопрос, на мой взгляд, мы должны вот эту борьбу, вот этот раскол внутриполитический остановить. Просто дать политикам, вывести политиков где-то за пределы нашего существования, дать им, чтобы они как бы в рамках своего политического поля работали. Надо обществу быть над ситуацией. У нас, извините, люди уже просто стали фанатиками каких-то лидеров. Они вот, пока эти люди живы, они вот за ними бегают с их памятниками. Вот, Что касается народного схода, вот мы в рамках Общественной палаты, у нас есть идея провести вообще всенародный форум абхазского народа. На этом всенародном форуме абхазского народа сформулировать все проблемы, которые, откровенно и честно, сформулировать все проблемы, которые существуют в обществе, и предложить совершенно новый общественный договор.
В рамках этого общественного договора это новое отношение к закону. Мы воспринимаем закон как волю, ну так генетически мы стали воспринимать закон, это как волю либо Российской империи, либо Советского Союза. Мы как-то очень негативно к этому относимся. Но мы не понимаем, что закон Республики Абхазия, это закон, по сути, и есть воля именно абхазского народа. И когда мы идем против закона, мы, по сути, идем против воли своего народа. Вот это отношение нам нужно поменять. И если удастся в рамках этого форума, опять же, нам нужно будет сформировать антикризисное правительство. Дождаться выборов и дать возможность победившей какой-то политической группе решить эту проблему, я думаю, что это бессмысленно, потому что у нас политические группы, они интеллектуально, программно, они очень слабые. Единственное, что они могут делать, они могут ездить в Москву и просить. Но как прося, они опять будут вешать на себя какие-то новые обязательства. И за эти обязательства придется отвечать абхазскому народу. Мы должны продемонстрировать русским, что мы можем сами решать свои проблемы. А чтобы решать свои проблемы, нам нужно совершенно новое правительство. И нам нужно в обязательном порядке дать правовую оценку той власти, которая была до этого. Потому что ситуация, например, в энергосистеме, ситуация в сфере безопасности, ситуация в сфере экономики, в сфере финансовой дисциплины у нас критическая. У нас вот такой же кризис, как в энергетике, такой же кризис в финансах. У нас высокий уровень коррупции, который вот начинает проявляться вот в ходе всплывающихся документов. Всему этому нужно дать правовую оценку, и впервые для Абхазии мы должны кого-то наказать. Обязательно нужно кого-то наказать. Пусть это будет президент, пусть это будет премьер-министр, пусть это будет министр. Если мы безнаказанно будем пропускать такие вещи, то никакой ответственности у последующих властей тоже не возникнет. Никакой ответственности перед законом не возникнет у народа. Потому что народ вполне адекватный, он понимает, ну если наверху воруют, мы чем хуже. Так что вот это отношение к этой ситуации, мне кажется, нужно обязательно поменять. И постепенно решать проблемы, которые есть. У нас самая главная проблема – это энергетика. И я не скажу, что ее можно решить в максимально короткие сроки, что вот в течение нескольких месяцев. Это очень сложная проблема. Но хотя бы, чтобы у нас был свет полноценный, экономика как-то функционировала, это можно достичь. Но опять же, нужна воля, нужно новое правительство, нужны новые люди, нужно быть предельно жестким. Нравится это кому-то, не нравится это кому-то. Надо быть предельно объективным, потому что абхазцы очень болезненно воспринимают несправедливость. Если ты кого-то наказываешь, то ты должен, кого-то отпускаешь, так не получится. У нас, в принципе, мы так и живем. Для одних закон действует 30 лет, а других не действует. Но как-то так, по-другому. Нужно что-то делать обязательно. Просто сидеть и ждать. Я не знаю, политики, они не хотят брать ответственность. Они понимают, они прекрасно понимают, какая сейчас ситуация. Не оппозиционные политики прийти вот сейчас и сказать, что они даже не выходят и не говорят, что мы готовы решить проблему. Они даже не выходят с какой-то программой хотя бы. Вот мы, знаете, вот, хорошо, мы будем, но вот это сделаем. У них даже программы нет действий. А старая власть, она, в принципе, то, что она ничего не может, это уже очевидно. Кстати говоря, я вообще считаю, что в сфере энергетики изначально, вот с приходом Аслана Абжаня и всей его команды, энергетика была целенаправленно уничтожена как отрасль. И что самое интересное, в начале его правления политическая партия Айнар делала заявление по этому поводу. И она обвинила его в том, что его программные речи, в программных речах прослеживается желание дальнейшего разрушения этой отрасли с целью перепродажи иностранным инвесторам. И у этой партии были проблемы с органами госбезопасности. Они говорят, кто вам сказал, с чего вы решили, там такого рода проблемы. Теперь уже очевидно, что они специально пришли, чтобы это сделать. Вообще, это компрадорская власть, это однозначно. Это люди, которые пришли, чтобы разворовать остатки абхазской собственности. Просто разворовать. Больше никаких у них планов, никаких идей, у них ничего в голове больше не было. И вообще надеяться на то, что они что-то поменяют вот сейчас, вот эти остатки, которые остались, тоже надо было разогнать. Я не понимаю, почему вот эти министры до сих пор сидят. Они не решат эту проблему. Они не собираются решать. Вот сейчас, я не знаю, у нас вот сейчас ситуация абсолютного безвластия. То есть нет у руля корабля, никто не стоит.
Вот он нас штормит, носит по этой буре. И никто не стоит, они там вот это, все наши политики в трюмах прячутся и не собираются даже высовываться. Если вообще начнем тонуть, они так быстро запрыгнут в шлюпки, уплывут и нас тут оставят весь народ. Ну, вот, только, не знаю, только такие меры, на мой взгляд. Понятно, что у нас самый главный бич – это все-таки коррупция. Куда ни глянь. И даже, наверное, мы все время говорим о перераспределении там, власти и так далее. Я смотрю, везде присутствует сговор. Да. Везде присутствует сговор. Даже вот эти две противоборствующие силы, они несколько раз друг друга сменяли, и все время, как бы при том, что до пересменки обычно они как бы на ножах, они очень сильно критикуют оппонентов, они их называют коррупционерами, ворами и так далее, представляют, в общем-то, факты определенные. Но вот как пересменка заканчивается, происходит пересменка, и мы начинаем с чистого листа. Ну, они даже не то, что после пересменки, они еще одновременно и на свадьбах сидят вместе, гуляют. Да, и у них бизнес-интересы вообще. Но все равно, когда происходит пересменка, как бы такой, уже от хирургии переходим к терапии, да, там президент говорит, начинаем снова с чистого листа, в общем-то, и в общем-то вот это все забылось, да, то есть никакой коррупции, ничего не было. Я так понимаю, это такая некая охранная грамота, которая позволяет, такой способ, который позволяет, в общем-то, уже будучи во власти, вдоволь как бы порулить, как бы вкусно, и потом, чтобы тебе за это, в общем-то, ничего не было, да, и ты говоришь, ну, твоя очередь настанет, ты уже будешь как бы всей этой методологией спокойно пользоваться, да, и как бы я тебя уважаю, ты меня уважаешь. Единственное, вот как бы страна бедная сидит сейчас 2 часа днем, и ночью и за ночной свет мы, в общем-то, платим баснословные деньги, хотя то количество денег, которое мы, в общем-то, уже перечислили, вполне хватило бы, чтобы восстановить вот эти 3 перепадные ГЭС, за которые уже несколько лет идет борьба, да, то есть вообще удивительная борьба, то есть мы выбираем проекты из тех, кто меньше даст. И ты понимаешь, вот эта разница между реальной ценой и той, которая предлагается, она куда-то все время садится. Мы слышим, кто меньше даст государству, да, но это не значит, что меньше даст в карман. Ну, я говорю, разница, она всегда есть между рыночной ценой и официально заявленной, колоссальная. Она всегда есть, и она не испаряется где-то в воздухе, она где-то оседает в любом случае в каких-то карманах. Я, наверное, все-таки у нас сегодня был очень эмоциональный разговор, и учитывая, что время, опять же, у нас раньше было безгранично, а сейчас мы зависим от света, но, тем не менее, мы сегодня говорили о том, что так жить больше нельзя, наверное. И сегодня моим собеседником был Тенгиз Джокба, член Общественной палаты, у которого я на днях прочел как бы такую дорожную карту. Человек, который не находится во власти, да, но имеет свою дорожную карту, то есть по выходу вот из этого энергетического кризиса, да, та карта, которая должна была находиться, наверное, у власти, там, у этих политических организаций, это говорит о том, в каком, в общем-то, мы состоянии находимся. Вот эти все наши институты, политические, государственные и так далее, абсолютно аморфные, абсолютно не способны к какому-то созидательскому движению, да, то есть, и мы на этом, в общем-то, заканчиваем. И Тенгиз, большое спасибо.
Спасибо вам. Да, спасибо. И надеюсь, мы все-таки возьмемся за ум и выйдем не только из этого энергетического кризиса, но и вообще, в общем-то, переосмыслим, как бы, зачем нам это абхазское государство и как сделать его действительно развивающимся, а не деградирующим объединением граждан. Спасибо, до свидания. Еще раз напомню, что нас можно смотреть на YouTube-канале «Чегемская правда», на одноименной странице Facebook «Чегемская правда», на YouTube тоже там «Чегемская правда». Какие-то вещи можете читать в моем телеграм-канале «Инал Хашик Чегемская правда». Спасибо, до свидания, да будет свет.